Вы смотрите новости на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко, и вот главные темы этого выпуска. Что нужно, чтобы полностью восстановиться после перенесенного коронавируса? Почему горят торфяники и как бороться с такими пожарами? В столицу республики приедет олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова. — 45 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Согласно данным оперштаба региона, из них в Якутске выявили 33 заболевших, в Мирнинском районе 4. Также единичные случаи зарегистрированы в Амгинском, Верхоянском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Тампонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. 14 дней нужно, чтобы человек восстановился после заболевания коронавирусом. Для этого ему необходимы физиотерапия, лечебная гимнастика, дренажный массаж, сбалансированное питание и покой. Так говорят в Республиканском центре лечебной физкультуры и спортивной медицины в Якутске, где реабилитируются люди, перенесшие COVID-19. С ноября, когда открыли первые 30 коек, здесь пролечили всего 536 человек. По словам главного врача, люди здесь восстанавливаются даже после 80% поражения легких. На данный момент в светлом, теплом здании реабилитацию проходят 30 человек. Для поступления в данный центр необходимо, чтобы у человека был полностью отрицательный анализ ПЦР. Кадры тлеющих из-под снежного покрова торфяных отложений засняли на камеру телефона жителей села Ударник Тампонского района. На кадрах четко видны очаги возгорания, а также выходящий из-под земли дым. Причиной возникновения таких пожаров, как правило, являются как природные явления, так и непотушенный лесной пожар. Кроме того, немаловажную роль играет и человеческий фактор. Очаг торфяного пожара может гореть месяцами и даже годами. Якутские биологи отмечают, что в Якутии это явление, как правило, не носит катастрофический характер, так как не имеет масштабности. Тем не менее, урон, причиненный экологии, имеет место быть. Более подробную информацию о торфяных пожарах на территории Якутии смотрите в нашем вечернем выпуске новостей в 19:00. Вчера в 6 утра приблизительно по местному времени наблюдались термоточки, однако сейчас они уже не фиксируются. Вчера где наблюдалось? Район Ударника, Тампонского района. То есть вчера были, сегодня уже нет? Сегодня уже нет, да. Вполне возможно, просто-напросто оттаял снег, пошла оттайка снега и погасила вот эти термические аномалии. Местность большая была, да? Нет, я бы не сказал. Там она фиксируется, буквально фиксировалась очень коротко и очень на небольшой территории. С 1 марта вступают в силу новые правила техосмотра транспортных средств. Процедура будет фиксироваться на камеру. Операторы техосмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему вместе с координатами места нахождения автомашины, датой, временем начала и окончания проведения техдиагностирования. Съемка будет проходить в стационарном пункте или на передвижной диагностической линии. Время будет составлять легковая машина 30 минут, автобус 68 минут. И грузовая машина 72 минуты. Также будет на фотографии указана геолокация, которая должна совпадать с нахождением пункта техосмотра. Официально техосмотр стоит легковая машина категории Б М1 стоит 602 рубля, категория Б Н1 стоит 642 рубля, грузовая машина до 12 тонн стоит 1262 рубля, грузовая машина свыше 12 тонн 1365 и автобус 1445. В Нерюнгри состоялось торжественное собрание, посвященное 45-летию Нерюнгринского городского отдела внутренних дел и Дню защитника Отечества. Поздравить и отдать дань уважения всем, кто посвятил свою жизнь защите граждан, обеспечению правопорядка и законности. В Нерюнгри пришли представители власти и почетные гости. Ветераны занимают особое место в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Их большой профессиональный и жизненный опыт незаменим для воспитания новых поколений защитников правопорядка, формирования у них чувства патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством. Команда едина. И как защитники Отечества, пока у нас есть здоровье и силы, мы будем продолжать трудиться не только заниматься ветеранами, но и патриотическим воспитанием молодого поколения. Потому что это история, наша военная история, мы должны ее передать молодому поколению.
это наша работа, это наша честь. Ну, пусть уже не служа, но хотя бы передать свой опыт молодым сотрудникам и молодому поколению мы обязаны. В зале собрались люди, чей личный пример вдохновляет юное поколение на защиту Отечества. Почетные грамоты, благодарности, благодарственные письма, юбилейные медали, а также ценные подарки получили более 30 ветеранов вооруженных сил, боевых действий и те, кто внес значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность. День запомнится, потому что, как говорится, выбили его с трудом, чтобы это отметить. Вот. Ветеранам хочу пожелать, как первым делом, конечно, здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Работающим в настоящее время в органах внутренних дел, значит, желаю, значит, успехов в службе, в нелегкой, побольше внимания к, значит, населению города Нерюнгри, ну и Нерюнгрийского района, конечно. Вот. И побольше раскрытия преступлений. Несмотря на то, что мероприятие откладывалось несколько раз, в преддверии праздника удалось собрать тех, кто действительно достоин называться защитником Отечества. И награды нашли своих героев. Ирина Кичигина, Сергей Кадюра, Нерюнгри. Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова приедет в столицу республики 27 марта. Спортсменка выступит на арене Лейбоутур в рамках фестиваля «Муусу Стар». Отмечается также, что фигуристка даст мастер-класс для юных воспитанников Ледового дворца. Алина Загитова – это российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, а также медалистка и победительница многих российских и международных чемпионатов. Мирнинские пловцы произвели фурор на всероссийских соревнованиях. Они завоевали несколько медалей и выполнили спортивные разряды. О том, как готовятся будущие олимпийцы и легко ли даются победы, узнавала Иванна Филиппова. Представители города Мирный сегодня выиграли несколько заплывов. Знай, Казань, силу мирнинских спортсменов. Призовые места в нескольких дистанциях, достижения 2 воспитанников культурно-спортивного комплекса «Алроса». Еще 4 атлетов получили спортивные разряды. Все понятно? Так, все, собираемся, готовимся к воде. Успехи ребят – это результат многолетних упорных тренировок, говорит Антон Касьян. Его воспитанники профессионально занимаются плаванием годами. Кто-то 4, а кто-то 8 лет. Я начала заниматься с 5 лет. Меня привел брат, и я выполнила первый взрослый разряд. Теперь буду стремиться к МСу. Вячеслав Демченко когда-то тоже профессионально занимался плаванием. Сегодня на тренировке ходит его сын. Отец в свободное время посещает занятия и по возможности помогает тренеру. Если родители не воспринимают ребенка и его занятия спортом, не поощряют его, да, то толка тоже, конечно, ждать не приходится. Или ребенок уже вообще фанатичен сам по себе. Тренировки 6 дней в неделю, все расписано по дням. Даже во время пандемии занятия не прекращались. Было потрачено много сил на всю эту подготовку многолетнюю, поэтому мы не хотели потерять форму за эти полгода, можно сказать, когда отсутствовала возможность тренироваться в бассейне. Поэтому всеми способами старались поддерживать форму. Трудолюбие и характер бойца – вот качества, необходимые спортсмену для достижения результатов. Но не все выдерживают нагрузку, остаются единицы. Что дает тебе спорт? Цель в жизни. Уверенность, здоровый образ жизни, хорошую физическую подготовку. Тренировочный процесс без спортивных сборов не даст нужного результата. В этом уверены тренеры КСК. Каждое лето мирнинские пловцы проходят тренировки на берегу Черного моря. Так во время летних каникул оттачивают свои навыки. Впереди подготовка ко всероссийским соревнованиям. Перед воспитанниками КСК стоит задача попасть в сборную республики. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К этому часу пока все, но о развитии событий расскажем в наших следующих выпусках. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах и дезинфицировать руки.